Жарко в эти дни не только на улице, но и в Уйках. В избирательном участке номер 101 Джайраха сейчас идут последние приготовления. С минуты на минуту сюда должны поступить бюллетени и индивидуальные средства защиты для потенциальных избирателей. Кстати, их здесь насчитывается около 700 человек. Основной акцент делается на их безопасности. Наш посетитель, голосующий, значит, он выдает документ в раскрытом виде, представляет ее комиссии. Здесь же, значит, происходит регистрация его. После этого он, значит, идет сюда вот трибуны, урны, то есть в кабине, будет отмечаться у него все это. Оттуда он уходит со своим бюллетенем к избирательному ящику. Ящик опускается. После этого он идет в таком направлении. Вот здесь, вот как видите, есть выход. Еще одно вынужденное в сложной ситуации ноу-хау – голосование растянули по времени. Хоть 1 июля и считается основным днем голосования, но возможность выразить свое мнение касательно поправок будет целую неделю перед ним. С 25 июня по 30 июня мы ежедневно работаем, вся комиссия, с 9 до 18 часов. А с 1 июля уже приходим в 7 часов, опечатываем урны. Вот, и в 8 часов открываются избирательные участки. В Джайрахе с 25 июня свои двери откроют 2 избирательных участка. Один из них находится на территории местного ДК. К вопросу безопасности УИК номер 102 подошел со всей ответственностью. Дезинфицирующий коврик, антисептики, одноразовые маски, перчатки и ручки. Как для самих членов избиркома, так и для избирателей. На этом участке их около 600. Ровно столько же подготовлено и средств индивидуальной защиты. Дело осталось за малым – провести разграничительные метки. Если погода позволит, вот в первую очередь, я так считаю, посмотрим, еще время у нас есть. Мы планируем голосование проводить на улице, то есть вот во дворе нашего участка. Формат голосования предполагает максимальное дистанцирование. Как говорят сами организаторы, прийти на участок и проголосовать будет безопаснее, чем сходить в магазин. Ну а те, кто не сможет присутствовать на участке лично, в основном это пожилые и маломобильные граждане, члены избиркома навестят дома. Мы начали свою работу 16 июня, принимали заявление на досрочное голосование. У нас 5 человек. Это старики, инвалиды. Уже такая работа уже проделана. В общем, все сделано, чтобы избежать массового столпотворения, а значит и рисков заражения. Каждый волен решать сам, где и когда он будет голосовать. Внутри избирательного участка, на свежем воздухе или у себя дома. Еще выбрать удобный для себя день. К примеру, многие сошлись на том, что это будет последний день голосования. Мы, конечно же, и педколлектив настроен пойти на выборы, и я в том числе. Мы будем голосовать на этом участке, на базе нашей школы. Проголосуем за наши поправки, потому что мы являемся гражданами страны, и для нас это очень важно тоже. И для себя значимые поправки вот мы отмечаем такие, касающиеся образования в первую очередь, хотя и другие поправки очень важны, конечно. То есть для меня очень важны поправки, которые касаются образования, именно поправка, которая закрепляется в Конституции, закрепляет право на общедоступность образования. Общероссийское голосование – позиция принципиальная. Поправки вступят в силу только если их одобрит половина от пришедших на выборы. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24.